В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Формирование бюджетной политики обсудили на профильном комитете Госсобрания Илтумен. Расскажем, о чем говорили парламентарии. В Якутии активно распространяется информация о предстоящем отключении интернета по всей России. Узнаем, стоит ли верить информации из мессенджеров. Все жители Якутии друг другу родственники. В этом убедилась и участница форума родословия народов Дальнего Востока. Состоялось рабочее совещание Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по экономической, инвестиционной и промышленной политике и Постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике под председательством Павла Петрова. В ходе обсуждений рассматривались вопросы формирования бюджетной политики, обеспечения финансирования ключевых направлений экономики и жилищно-коммунального сектора в условиях текущего экономического положения. Народные депутаты задали вопросы о текущем дефиците средств, анализе источников финансирования и возможных мерах по рационализации расходов. Когда формировали бюджет 2025 года, к сожалению, полный объем субсидирования на социальные значимые рейсы не был предусмотрен в государственном бюджете. Мы сейчас идем в соответствии с утвержденным законом о госбюджете. Но надо отметить, что правительством принято решение, что мы не отказываемся от социально значимых рейсов, они будут исполняться. И мы все свои обязательства должны исполнить путем перераспределения расходной части государственного бюджета. В Якутске стартовал научно-экспертный форум «Арктика. Территория стратегических исследований». Программа события предполагает работу 7 секций при участии ведущих исследователей отраслей, как из Якутии, так и из Сибири, Дальнего Востока и даже из Москвы. В частности, затронули эксперты и вопросы логистики арктической зоны, строительства дорог и других архитектурных сооружений. Как отметил модератор одной из сессий Михаил Железняк, один из главных тезисов обсуждения исследования Арктики – это система контроля и прогноза изменений на вечной мерзлоте. По мнению главного ученого секретаря Академии наук Республики Андрея Матвеева, изучение транспортной проблемы на севере – вопрос стратегического устойчивого развития. Ожидаем, что научное сопровождение и необходимость проведения исследований в связи с тем, что у нас начинают формироваться достаточно серьезные транспортные коридоры, они очень актуальны и требуют очень пристального внимания и, возможно, создания какой-то целого направления, в том числе межрегионального взаимодействия. Сегодня 4 ветеранов боевых действий, получившие тяжелые ранения на полях специальной военной операции, получили ключи от новых автомобилей, адаптированных под управление водителями с инвалидностью. Вручение стало возможно благодаря поддержке Республики и Государственного фонда «Защитники Отечества». Подробности у Александра Хавренко. Дверь открой. Да нет, открывай дверь, Леша. Сказали же еще раз все это сделать. Вот так можно сделать, да? Красавчик, да? И посигналить можно. Первая посадка в свой новый автомобиль. Ветеран боевых действий Алексей Карпухин не сдерживает эмоций. Благодаря Республике и Государственному фонду «Защитники Отечества» сегодня он стал обладателем нового кроссовера с ручным управлением. Изначально, когда Евгения Леонидовна сказала, давай подадим документы, давайте подадим, мы подали, полного осознания не было, что в действительности так произойдет. Потому что в республике еще никому же не выдавали. Мы первооткрыватели, получается. Но, наверное, вот сейчас, когда сел, большее осознание пришло, что все-таки мы это сделали, получили. Автомобили собраны в Калининграде на заводе «Автотор» и адаптированы под управление водителями с инвалидностью. Забота о ветеранах, особенно тех, кто получил тяжелые ранения в ходе выполнения боевой задачи, одно из приоритетных направлений правительства нашей республики. Сегодня 4 наших первых героев, которые прошли обучение, получили эти удостоверения, мы им вручили ключи от совсем новеньких автомобилей, которые произведены у нас в России, в городе Калининграде. Это кроссоверы, как я уже сказал, со специальным ручным управлением. И очень надеюсь, что эти новые транспортные средства помогут им адаптироваться к новой мирной жизни, помогут преодолеть все барьеры и быть активно вовлеченными в общественную и социальную жизнь. У Сергея Монахова водительский стаж более 20 лет. После полученного ранения он уже и не мечтал снова сесть за руль. Но благодаря государственной поддержке Сергей сегодня вновь пополнил ряды автолюбителей. Приятное ощущение. Комфортная машина. Спасибо большое. Позитивные эмоции.
Год ждал. Ну да, только у меня с правой стороны руль стоял. Ну ничего, привыкну. Легко далось. Я за 2 дня все поменял. В ближайшее время в Якутск прибудут еще 4 автомобиля, и еще 4 ветерана пройдут обучение на получение специального водительского удостоверения. И в дальнейшем работа по поддержке и оказанию заботы участникам специальной военной операции в Якутии будут продолжены. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Якутии активно распространяется информация о предстоящем отключении интернета по всей России. Сообщения, циркулирующие в популярных мессенджерах, ссылаются на якобы официальное объявление Минцифры страны о проведении масштабных плановых работ. В Мининновации Якутии официально опровергли эти сведения. В тиражируемых недостоверных сообщениях пишут, что доступ к глобальной сети будет приостановлен с вечера пятницы 10 октября до утра понедельника 13 октября. В фейковом объявлении утверждается, что отключение затронет все виды интернет-соединений. И, в свою очередь, Мининновации попросила всех жителей республики не доверять недостоверной информации от неизвестных источников. Все жители Якутии друг другу родственники. В этом убедилась и участница форума родословия народов Дальнего Востока, историк-краевед Надежда Пермякова. 5 лет назад исследователь подготовила статью о том, как составить свою собственную родословную. В этом труде Пермякова дала практическую пошаговую инструкцию о том, где и как искать информацию о потерянных родственниках. Статью исследователь презентовала и на выставке «От истока к вечности. Родословие Дальнего Востока», которая прошла в столице. Самой же Надежде удалось восстановить историю аж 14 поколений своей семьи. И это только по отцовской мужской линии. Это начало 1700 года. Большую помощь мне оказала книга Ксенофонтова «Илиада», в котором есть очень богатая информация, достоверная, о тех предках, которые жили в конкретных улусах и как назывались те конкретные населенные пункты. В Горном районе в селе Бердигистях в Центре дополнительного образования педагоги отметили День педагога доп. Образования в России широкой программы. Торжественная часть мероприятия открылась приветственными словами в адрес педагогов, прозвучали искренние поздравления и слова благодарности за их неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения, их талант, преданность делу и умение зажечь искру знаний в сердцах детей. Продолжился праздник стратегической сессии, посвященной обсуждению актуальных вопросов развития системы доп. Образования в Улусе. Во второй половине дня педагоги приняли участие в серии мастер-классов. Этот праздник отмечается с 2023 года. В этом году мы проводим здесь, в нашем Горном Улусе. И в связи, пользуясь случаем, я пожелала бы своим коллегам, педагогам дополнительного образования, тренерам спортивной школы и преподавателям школы искусства больших успехов в работе, творческого развития, вдохновения и талантливых детей. Жить в интернате не скучно. Мандабинская спортивная средняя школа имеет интернат, в котором на данный момент проживают 40 детей. География обширна. Здесь, как одна семья, живут подростки с 11 районов республики, Якутска и даже с Красноярского края. В интернате предусмотрено бесплатное трехразовое питание, все воспитанники дисциплинированы. А их жизнь и быт украшают разными мероприятиями воспитателей интерната. Здесь мы учимся уже с 5-6 класса, с 5-7 класса. Об этой школе мы узнали от нашего двоюродного брата Виталия Испека. Здесь очень хорошо, комфортно жить. Здесь зал поблизости, очень хорошо кормят, сытно. Опять же, как я говорил, зал очень близко, он благоустроен. Здесь там приятно и комфортно тренироваться. В Якутии выберут лучшего вожатого этого года по итогам конкурса «Вожатское сердце». Соревновательное мероприятие состоит из различных этапов, где учителя проявляют свое педагогическое мастерство. Всего 16 команд. На 2 предыдущих этапах участники демонстрировали свои таланты, пели, танцевали, читали стихи и даже представили свои собственные проекты. Сегодня же жюри оценивает креативность и командный дух на этапе организации и проведения игр. Дети и вожатые очень активно участвуют. В основном у нас наклон на детский состав, потому что детей очень много, а студентов вожатых очень мало. Соответственно,
Дети очень активные, они уже со школьных времен работают в лагерях с такими же сверстниками. Я понимаю, это очень сложно, потому что сам, будучи 18-летним, работал с такими же ребятами, как и они. Фильм режиссера Алексея Романова «Легенды вечных снегов» завоевал приз в номинации «Лучший полнометражный игровой, неигровой анимационный фильм или сериал» на второй Дальневосточной кинопремии, которая прошла 6 октября в Улан-Удэ. Отмечен призом и мультфильм анимационной студии «Тундра Мунха». Также 2 якутских мультфильма номинированы кинопремией. Это «Имана», проект НВК «Саха» и «Той-Той Боту», режиссер Альберт Габышев. В церемонии приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко и исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев. Второй день первенства по боксу среди юношей 10-11 годов рождения в Покровске идет интенсивно. Достигшие различных побед в своем возрасте парни выходят на ринг один за другим и показывают острые поединки. Прибывшие из разных уголков республики для этого трехдневного соревнования юные боксеры, разделившись по весовым категориям, подарили любителям спорта немало ярких моментов. Представители сильнейших школ бокса – Якутска, Нерюнга, Мирного, Нюрбы, Горного и других районов – достигли неплохих результатов. На данном первенстве у нас принимают участие 186 боксеров из 16 улусов и 25 команд представлены. В принципе, в каждой команде есть хорошие ребята. Поэтому на данном первенстве у нас будет отобрана 8 сильнейших, которые в дальнейшем будут участвовать на турнире сильнейших в январе 2026 года, где уже будет сформирован состав сборной республики для участия в Дальневосточном федеральном округе. Это были все новости к этому часу. До встречи.